الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. Альхамдулиллах, пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи и умертвит, будучи мусульманами, со словами «Ля иляха илля-Аллах, Мухаммад Расулуллах». Также наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: человек, который пришел в дом Аллаха для того, чтобы получить знания, то он получит награду, как будто совершил полноценный хадж. То есть это милость Аллаха, которую Он по отношению к нам проявляет. И альхамдулилля, мы заново с вами встретились именно вот в этом доме Аллаха. И продолжаем цикл лекций, это тафсир 30-го джуза. Да? И сначала хотел бы напомнить, что же мы с вами проходили. В первую очередь, конечно, Аллах Субханаху ва Тааля нам хочет показать и научить, воспитать в нас, чтобы мы всегда, читая Его слова, размышляли над Его словами. Почему? Потому что Коран является для нас верным руководством. И все, что там написано, то, что Аллах хотел нам дать, сказать, донести, вот над этим мы с вами должны размышлять. И в тех сурах, в которых мы разбирались, смотрели, то получается там Аллах Субханаху ва Тааля призывал нас задуматься. В первую очередь, конечно же, это о милостях, которые Он нам дает. И также Аллах Субханаху ва Тааля призывал нас задуматься о судном дне, который нас ждет. И каждый из нас будет отвечать за свои сказанные слова и сделанные поступки. И также Аллах Субханаху ва Тааля на примере других нас устрашает. Например, Абу Лахаб, или же Кисса, то есть рассказ об обладателе слона. То есть, как Аллах Субханаху ва Тааля их унизил. И вот каждая сура, каждый аят нам о чем-то должен говорить. И мы, как обладатели разума, должны над каждым аятом размышлять, задумываться и получать для себя пользу. И альхамдулилля, мы сегодня с вами поговорим сура Аль-Кадр. Аль-Кадр, то есть это предопределение. Вот в этой суре Аллах Субханаху ва Тааля в первую очередь Он призывает нас задуматься о самой великой милости, которая была ниспослана пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи салям. Это, конечно же, Коран. И Аллах Субханаху ва Тааля в каждом из этих 5 аятов Он выделяет какую-то пользу, какую-то милость. И первый аят Аллах Субханаху ва Тааля начинает: «А'удhu биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, инна анзальнаху фи лейлатил кадр». Вот здесь, в первом аяте, Аллах Субханаху ва Тааля нам показывает, нас воспитывает,
То, что Он поистине спаслал его. Что его? Вот здесь мы понимаем то, что Аллах Субханаху ва Тааля не спаслал нам Коран. Его слова «Фи лайлатил кадр» в ночь предопределения, или же по-другому говорят «ночь величия». И ниспосылание Корана – это великая милость, которая дарована именно нам, именно мусульманам, и больше никому. И Аллах Субханаху ва Тааля за одну ночь Он не спаслал ее. Кому? Куда? Конечно же, не пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям, а Бейтуль Изза. То есть это дом, который находится на первом небе. И смотрите, даже ниспосылание Корана тоже является именно как она ниспосылалась, тоже милость от Аллаха. И вот над этим мы должны размышлять, задумываться и, конечно же, возвеличивать Аллаха. Потому что Он за одну ночь не спаслал ее Бейтуль Изза, то есть на первое небо, а потом в течение 23 лет Он нас обучал. Не спасал потихонечку, постепенно, чтобы мы его усваивали. Почему? Потому что если человек захочет взять знание охапкой, то есть разом, он также и забудет его. Нет, знания так не берутся. Коран так не изучается. Шаг за шагом, аят за аятом, хадис за хадисом. Только так и больше никак. Почему? Потому что, если сравнить, даже дом строится кирпичик за кирпичиком. А получение знаний – это тоже постройка дома. Из-за этого мы, когда читаем этот аят, должны восхвалять Аллаха. Альхамдулилля, Аллах сделал нас мусульманами, и альхамдулилля, Он дал нам возможность, как минимум, Его слышать. А кому-то Он дал еще возможность читать самому. Это великая милость, которая есть у нас. Из-за этого, кто научился читать, кому Аллах даровал эту возможность, читайте, наслаждайтесь. А кому еще Аллах не дал, стремитесь. Почему? Потому что это великая милость от Аллаха. В следующем аяте Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Вама адрака ма лейлатуль кадр, лейлатуль кадри хайрум мин альфи шахр». Смотрите, если посмотреть на этот аят, то мы понимаем, Аллах Субханаху ва Тааля, Он не просто нас создал и оставил. Нет. Он в течение нашей жизни постоянно нам проявляет свою милость. И когда пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям показали те народы, которые были до нас, то он говорит: эти народы жили больше, чем мы. Больше. И у них проявлять и совершать поклонение было больше возможностей, чем нам. И тогда Аллах Субханаху ва Тааля говорит: одна ночь, одна всего лишь ночь лучше, не то, что она приравнивается, она лучше и больше, чем 1000 месяцев. 83 года. На сегодняшний день столько не живут. Из-за этого мы, мусульмане, альхамдулилля, кто-то, может быть, уже застал эту ночь, а кому-то еще, может, предстоит только застать,
но мы должны усердствовать вот в этих вопросах. И, конечно же, проявляя терпение, и благодаря Аллаха мы должны идти и стремиться еще к большему. И вот это сначала Коран, который Аллах Субханаху ва Тааля нам не спаслал, потом ночь, которая лучше, чем 1000 месяцев. Что нам еще надо? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля, Он обладатель милосердия. Он обладатель милости. Как мы говорим, Бисмилляхи р-Рахмани р-Рахим. Милостивый, милосердный. Вот где проявляется Его милость. Дальше Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Таназзалу л-малаикату вар-руху фиха биидни раббихи мин кулли амр». В этом аяте где милость? Вот здесь Аллах Субханаху ва Тааля таназзуль. Не просто назаля, а таназзуль, то есть это обозначает множество. И Аллах Субханаху ва Тааля, Он в эту ночь именно спускает очень много ангелов на эту землю, чтобы, когда кто-то обращается к Аллаху, молит Его, читает Коран, чтобы эти ангелы находились рядом. И плюс к этому вар-рух. Некоторые ученые говорят, рух – это Джибриль, алейхиссалям. А мы знаем то, что Джибриль, у него, он отвечает за что? За что? За ниспосылание откровений. От Адама, алейхиссалям, до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. То есть он ответственный за очень великую вещь. И то, что он тоже спускается на эту землю, это указывает то, что эта ночь великая. Потому что он тоже здесь присутствует. И это тоже милость Аллаха. Как некоторые ученые говорят, то, что ангелы на этой земле как будто мелкие камешки. А их сколько на этой земле? Бесчисленно, очень много. Из-за этого мы, альхамдулилля, читая этот аят и понимая его, видим, насколько Аллах Субханаху ва Тааля к нам милосерден. И последний аят, который Аллах Субханаху ва Тааля нам говорит: «Саламун хия хатта ма таля аль-фаджр». Салам, то есть благополучная. Вот эта ночь, в которой не совершаются злых деяний. Почему? Потому что в эту ночь, то есть от заката до рассвета, Аллах Субханаху ва Тааля не дает возможность дьяволам, Иблису нам как-то помешать. Не дает такую возможность, потому что эта ночь благополучная. И, альхамдулиллах, вот эта маленькая сура, всего лишь 5 аятов, но здесь заложены очень глубокий смысл и великие милости, которые Аллах Субханаху ва Тааля по отношению к нам проявляет. Также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, который за нас переживал, который нас обучил, он, конечно же, нам, слабым людям, потому что каждый из нас слабый, он нам указал признаки этой ночи. В первую очередь, эту ночь мы должны искать месяц Рамадан. Месяц Рамадан, который
Недавно только прошел, так ведь? Когда только это было? Ну, если посмотреть, иншаллах, остается всего лишь полгода. Полгода. И наступит следующий Рамадан. И как сподвижники, сахабы пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, они обращались к Аллаху. Первые полгода они просили, чтобы Аллах принял поклонения, которые совершались в месяц Рамадан. А вторые полгода они что делали? Они обращались к Аллаху, чтобы заново ощутить эту милость, заново дожить до этого месяца и заслужить эти блага, эту награду. И как раз все, осталось полгода. И вот сейчас уже мы должны начинать просить у Аллаха: «О Аллах, даруй мне, чтобы я дожил до следующего Рамадана, чтобы я мог усердно поклоняться Тебе, и чтобы Ты принял мои поклонения». Почему? Потому что в хадисе пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, говорится: «Ман кама Рамадана иманан ва ихтисабан, гуфира лаху ма тақаддама мин замбих». То есть тот, кто простаивал ночи в месяц Рамадан, то ему простятся все грехи, которые были до этого. Нет ли милости Аллаха по отношению к нам? Из-за этого пусть каждый из нас усердствует в дуа, пусть каждый из нас готовится к этому. Почему? Потому что если мы намеримся, если у нас в сердце будет намерение, то уже мы получаем же награду. Что нам еще надо? Из-за этого те милости, которые Аллах нам дает, они бесчисленные, и мы за это должны их благодарить. И также пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он ждал, когда же будет эта ночь. И он в первую декаду провел в мечети. Джибриль, придя к нему, говорит, то, что ты ждешь, будет впереди. И тогда он провел вторую декаду, вторые 10 дней, 10 ночей. И тогда Джибриль, придя к нему, говорит: то, что ты ждешь, будет впереди. И тогда днем 20-го Рамадана, то есть сначала же идет ночь, потом день, так ведь? Он, обращаясь к сахабам, к мусульманам, говорит: ту ночь, которую мы ждем, она будет последней, третий месяца Рамадана. И я видел во сне то, что в эту ночь я совершаю саджда, земной поклон, в воду с глиной. И тогда мусульмане, они собрались в мечети. И когда они собирались, небо было чистое, безоблачное. Но потом прошел сильный дождь, то, что даже намочило крышу. А крыша мечети раньше была какие? Из пальмовых волокон. И вот этот дождь, он намочил не только крышу, но и землю. И тогда сахабы говорили то, что мы видели, как пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, совершал земной поклон в воду с глиной. И на его лбу остались следы. И это указывает то, что мы должны искать эту ночь, последнюю, треть месяца Рамадан.
Опять-таки милость. Не целый год, не целый месяц, а всего лишь 10 дней, 10 ночей. И какая-то милость. Одну ночь, которая приравнивается, даже не приравнивается, а лучше, чем 1000 месяцев. Из-за этого, как многие ученые говорят, искать надо эту ночь, последнюю треть Рамадана, в нечетные числа. И опять милость Аллаха. Нечетные числа. Потому что мы слабые существа. И не надо гордиться, то, что я. Многие сегодня говорят, то, что я сделал, я построил, я заработал. Нет. Ты сделал причину, а все остальное тебе дал Аллах Субханаху ва Тааля. И не забывай за это благодарить Его. И если мы так будем поступать, если мы будем так совершать, то тогда, иншаллах, мы достигнем блага как в этом мире, так и в ахирате. И последнее, что хочу сказать, конечно же, это слова Аиши, рады Аллаху анха, которая обратилась к пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, и спросила: если я застану эту ночь, что мне просить у Аллаха? Что просить? Как обращаться? И тогда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, он не сказал: проси джанна, проси рай. И он не сказал: проси богатство. И он не сказал: проси здоровье. А самую первую очередь он сказал: проси прощения. Аллахумма иннака афуун тухиббул афва фа'фу анни. Аллахумма, о Аллах, иннака афуун, поистине ты прощающий. Тухиббул афва, ты любишь прощать. Фа'фу анни, прости же меня. И вот это дуа мы, конечно же, не только должны использовать в ночь предопределения, а в остальные дни, остальные ночи тоже. Потому что мы не идеальные. У каждого из нас есть какие-то недостатки, которые Аллах Субханаху ва Тааля скрывает. И не надо то, что Аллах скрыл, говорить, как некоторые так делают. Не надо. А просто обращайтесь к Аллаху и просите, чтобы Аллах простил нас. И если Аллах Субханаху ва Тааля, который Аль-Гаффар, Аль-Гафур, Аль-Гафир, который любящий прощать, нас простит, то у нас будет и рай, иншааллах, и здоровье, и богатство, и все блага, которые есть в этом мире, и, конечно же, в ахирате. Пусть Аллах примет наше поклонение, простит нам наши грехи, даст силы и здоровье в отношении, в поклонении только Ему. И, конечно же, сделать так, чтобы мы осознавали те милости, которые Аллах нам дает, и Его благодарили. Потому что Аллах Субханаху ва Тааля, Он говорит: «Ла-ин шакартум ла-азиданнакум». Если вы меня будете благодарить, я воздам вам еще больше. Так будь же рабом, который благодарит. И все. Субханаллах, бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Джазакумуллаху хайр. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله